вам вечное владение, исключение тех, которые заняты под укрепление принадлежавших к ним плоскостями. Чтобы было понятно, когда заключали договор между Российской империей и Чечней, были даны эти прокламации, в которых говорилось, что все земли, принадлежавшие до 1839 года, а чтобы было вам понятно, до 1839 года территорию, если вернут, то туда входит и Галашки, и Сунжинский, причем весь Сунжинский, кроме, здесь написано, вот крепость, где находится, там, допустим, Грозная, Владикавказ, если на Владикавказ не на нашей территории, Назрань тоже не на нашей территории, вот крепость Грозная и близлежащие там, вот кроме этих земель, все земли до 1839 года возвращаются. Это в прокламации Борятинского написано, валейкум салам. Будут отданы вам вечное владение, исключение которого заняты под укрепление с принадлежащими к ним плоскостными местами. Эти земли навсегда остаются собственностью казны. Те же земли и леса в горной полосе, которыми народ до возмущения не пользовался и откуда вышел при нынешней покорности, остаются в запасе в распоряжении правительства. Но на них не предлагается поселять ни казачьих станиц, ни чеченских аулов. Других аулов здесь не обсуждается. Вам отведутся земли на каждый аул соразмеримо числу жителей, и каждому аулу будет дан акт и план на вечное владение землей. Чтобы было понятно, на горную часть в этой прокламации Борятинского написано, что на горную часть возвращение строения аулов запрещено. Вместо них вам будут даны земли на плоскостной территории, чтобы вы опять не будоражили, чтобы вы опять не занимались там противозаконной деятельностью в понимании царского императора России. Дальше. Вам отведутся земли каждый аул с размеренным числом жителей. Земли, подаренные правительством, и те из них занятых никем земель, которые впредь могут быть одарены частным лицам за заслуги, останутся навсегда неотъемлемой их собственностью. То есть, чтобы было понятно, земли, которые отвоеваны, он говорит, и отданы офицерам, князьям, князькам разным, которые их заслужили во время службы царской России, они остаются за пользованиями этих князей, в вечное пользование отдается. То есть, если это твоя земля, точнее, это твоя земля, а какой-то князь воевал против тебя и завоевал на стороне царской России, и моя земля передана ему, то она остается в вечном его владении за то, что он был царским офицером. В то время было круто, оказывается, быть таким. Дальше, что здесь он еще говорит? Это все из прокламации Борятинского, не забывайте. Князь-генерал-фельдмаршал Борятинский. Не просто князь, он князь-генерал-фельдмаршал. Вот. Так вот, которые могут быть одарены частным лицам за заслуги, останутся навсегда неотъемлемыми. Правители, поставленные над вами, будут управлять вами по адату и шариату, а суд и расправа будут отправляться в народных судах, то есть меххел, ставленных из лучших людей, которые будут избираться вами и назначены в должности соглашения ваших начальников. Почему я зачитываю эту прокламацию? Вы помните, многие из Сюли осуждали, говорили, вот вы оставили Шамиля, там, вот те, кто перешел, якобы, в кавычках, они не переходили. Они получили эти прокламации, в этих прокламациях говорилось, что судьи ваши будут по шариату, по адату, из ваших людей поставлены. Как видите, столько привилегий, преференций, то есть за то, чтобы прекратили воевать и занимались мирным ремеслом. Я сказал бы так, что князь Борятинский был очень
в отличие от всех этих тиранов, до него присутствующих, намного шагов вперед понимал и осознавал, что нужно, психологию непосредственно нашего народа. Ну, он очень хорошо умел манипулировать. Здесь это все сказано. Так. Быту устроили свое хозяйство. Так, снисходя к бедному положению народа, потерпевшего от разорительной войны, правительство освобождает вас от взноса, податей на 5 лет с тем, чтобы вы в течение этого времени устроили свои хозяйства, отдохнули и вообще поправились в домашнем быту. По истечению уже льготного срока, то есть 5 лет, вы обязываетесь уплачивать налог с каждого дыма по рублю. На первое же время вам предоставят только назначить содержимое вашими аульными старейшинами и другими должностными лицами в аулах. В таком размере, какой вы сами признаете справедливым по вашему общему совещанию. То есть юрт дайшна, юрт каэдышна, там, кто бы там ни был, сами скидываетесь и держите, то есть оплачиваете. Точно так же в течение 5 лет мы освобождаем вас от обязанности выставлять милицию. Вы будете только назначать людей для рассылки бумаг, приказаний для караула при арестантах в аулах в дороге. Когда же придут льготная дата, то вместе с назначенными людей каждый раз по особому требованию вы обязываетесь выставлять постановленное распоряжение ваших начальников не более как по одному конно вооруженному человеку с каждых 100 сажен, но на полном содержании обществ, наймом или по очереди, как вы сами найдете себе по общему совещанию лучше. Эти люди будут постоянно находиться при ваших начальниках для рассылок, для караулов, при арестантах и для поддержания порядка спокойствия в крае. Объявляя вам эти милости, я желаю, чтобы вы воспользовались спокойной жизнью. Тогда каждому, кто уже пожелает, может заниматься ремеслом. И так в стране, тогда вскоре сами пройдете в пользу уничтожению этого дикого обычая. Увидите, что правительство твердо охраняет ваше спокойствие. Станете просить сами об изменении некоторых других обычаев ваших, несообразных с настоящим положением вашим. Сельские муллы кади обязываются прочесть это объявление при мечетях столько раз в дни джумы, что оно сделалось известным всему народу, и верно объяснить содержимое его на местном языке. При этом предверяю, что если вы сим явились между вами злонамеренные люди, которые стали бы тревожить народ ложными превратными толками, то они подвергаются самому строгому наказанию, без малейшей пощады. Главнокомандующий Кавказской армии, наместник Кавказский генерал-фельдмаршал А.И. Борятинский. Вот такой вот бешбармак.